Межрегиональный форум «Путь к спасению» позади, и теперь они готовы делиться новыми знаниями и лайфхаками. Своего рода мастер-класс от волонтеров-медиков для первокурсников. Цель встречи – сформировать у студентов корректную модель поведения при чрезвычайных ситуациях. При отсутствии дыхания и сознания у пострадавшего мы приступаем к сердечно-легочной реанимации, то есть это 30 компрессий, и обязательно мы считаем все это вслух, чтобы окружающие, если я забуду, окружающие напомнили мне, сколько компрессий было сделано. Раз, два. Возможность помогать людям и быть полезным обществу. Мария Марчакова учится на 4-м курсе медицинского факультета. В рядах волонтеров-медиков она недавно, но уже успела зарекомендовать себя. Еще во время пандемии совмещала учебу с работой в красной зоне. Теперь решила поехать на форум и осталась довольной. Понравилось то, что была возможность познакомиться с большим количеством ребят новых, волонтеров с других региональных отделений. И то, что была возможность улучшить свои навыки в оказании первой медицинской помощи. И также в завершении форума был проведен квест, на котором представлялись определенные экстренные и стрессовые ситуации, где волонтерам нужно было проявить себя и оказать первую помощь пострадавшим. Вот, благодаря этому мы там много всего научились. Да. «Путь к спасению» – это форум, где именно волонтеры-медики объясняют молодежи, как необходимо оказывать первую помощь в различных ситуациях. На протяжении 2 дней они проходили обучение в формате кейс-сессий, интерактивных дискуссий по правовым аспектам. На данный форум были приглашены представители региональной дирекции, также были приглашены эксперты, которые нам проводили лекции, читали лекции по различным темам в плане саморазвития волонтеров и оказания первой медицинской помощи. Форум проходил в рамках всероссийского конкурса добровольческих инициатив «Регион добрых дел» в стенах Дагестанского государственного медуниверситета. Здесь в одном месте встретились порядка 100 волонтеров-медиков со всего Северного Кавказа. Волонтерская помощь в медорганизациях, санитарно-профилактическое просвещение, обучение первой помощи, популяризация донорства и ЗОЖ. Все это про этих ребят. Именно в этом году мы прям занимаемся реализацией этого направления, потому что направление новое. И здесь у нас сейчас реализуется проект «Сила жеста», где мы связываемся с Всероссийским обществом глухих нашей республики. Мы поехали к ним, попросили, чтобы научили нас языку жестов, и вовсю со студентами сейчас пытаемся также реализовать этот проект. Помимо этих направлений у нас также действует направление профориентация школьников, где мы также ездим в школы, рассказываем про профориентацию в медицинское направление, рассказываем, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, и собираем школьные отряды волонтеров-медиков. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» – крупнейшая добровольческая организация в сфере здравоохранения не только в России, но и в Европе. Региональное отделение открыто на базе Ингушского государственного университета в 2018 году. В него входят порядка 400 добровольцев, каждый из них хочет одного – помочь людям. Хава Гагиева, Мухаммед Дарсигов, Новости 24.